Приветствую в эфире национального и сейчас о главном в стране и регионе. Правительство улучшило прогноз социально-экономического развития России на фоне позитивной статистики. Об этом заявил на совещании президент России. Владимир Путин отметил, что индекс деловой активности растет. Кроме того, по его словам, в первом квартале поступления в консолидированный бюджет России составили свыше 13 триллионов рублей. По оперативным данным, с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%. Почти 25%. Увеличивается и рост погрузки на железной дороге. Мы с вами знаем, что это такой один из серьезных показателей того, что происходит в реальной жизни. Если в марте этот показатель был около 2%, то в начале апреля уже 3,6%. Причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам. Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности. В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю. И прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса. Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства за кредитными каникулами. Предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами продлен до конца текущего года. Цифровая система воинского учета начнет работать в России, создается единый реестр, а электронные повестки будут считаться полученными с момента их появления в личных кабинетах граждан на госуслугах. Такой закон 11 апреля приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении. Поправки разработаны после вскрывшихся в 2022 году пробелов в воинском учете, когда повестки получали те, кто призыву не подлежал. Теперь проблема будет решена, сама система призыва станет прозрачной, заявили авторы законопроекта. Для биткоина уровень в $30 тысяч является довольно важным. Вполне возможно, что рост курса является кульминацией тренда первого квартала и затем последует откат, считают эксперты. Рынок находится в стадии неопределенности. Кроме того, эксперты подчеркивают, что существует высокая вероятность падения стоимости биткоина, если в Соединенных Штатах Америки выйдут данные об инфляции выше прогноза. Руководитель Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ о праздновании Мархаш. В регионе объявлены выходными 3 дня с 20 по 22 апреля. Органам исполнительной власти поручено организовать круглосуточное дежурство. Такие же рекомендации даны и муниципалитетам. Правительству дано указание обеспечить бесперебойное электро-, газо- и водоснабжение, а также средствами связи, уделив особое внимание объектам здравоохранения и социальной сферы. Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка в республике. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов уверен, что рост промышленного производства в регионе на 10,8% в 2022 году совсем не предел. Достижению показателя 15% будет способствовать реализации 5 прорывных проектов и моделей социально-экономического развития республики. Он отметил, что в последние несколько лет проведена серьезная работа по привлечению инвесторов в субъект, перезапущены простаивающие предприятия. А далее в программе обсудим детали посевной кампании и не только. Казбек Залимханович, проходит сейчас посевная кампания. Какую площадь она охватила и какова структура посадок? Какой культуре в этом году, в этом сезоне отдается, можно сказать, предпочтение? Вы знаете, что осенью Минсельхоз провел посев на площади 29 800 гектаров. Основной сев это озимых культур, это у нас пшеница озимая, потом озимый ячмень на площади 8 тысяч гектаров, озимый рапс, также однолетние травы, это озимые на корм, на зеленый корм. Где-то середины марта мы начали сев яровых культур. Сев яровых культур пройдет у нас на площади 43 тысячи гектаров. То есть это где-то на 6% больше, чем в прошлом году.
Опять же, сев у нас идет по следующим культурам. Это у нас ячмень, основной это кукуруза 23 тысячи гектаров. Это яровой ячмень, овес, горох, масляничные культуры, это подсолнечник, потом соя, горчица и картофель. Овощи открытого грунта и бахчевые культуры. То есть на площади 43 тысячи гектаров начался сев яровых культур. Уже посеяно на данную дату, если у нас ранее яровые, должны были посеять их на площади 8 тысяч гектаров, 8100 гектаров, они уже посеяны. Также начата работа уже по посеву картофеля. То есть в этом году мы должны посеять картофеля на площади 1250 гектаров, около 400 гектаров уже посеяно. Была информация, что картофеля в этом году больше сеет, да, чем Да, в прошлом году да, у нас было около 1000, теперь у нас 1200 гектаров. Была увеличена площадь по какой причине? Ну, вы знаете, просто... Внутренний рынок обеспечивает. Да, рынок, потребность в рынке. Это, вы знаете, что помимо этого картофель он и заводится, потому что жители республики выезжают, выводят какие-то товары, обменивают на продовольствие, то есть идет бартер такой, и поэтому и есть такой этот картофель. Но в связи с тем, что в связи с тем, что картофель удался в этом году, в прошлом году хороший, то решили чуть-чуть увеличить, как бы, чтобы и население, чтобы меньше у нас было завоза извне республики. Замечательно. Вот есть какие-то экономические сложности с этой посевной, но вот учитывая в общем такую тенденцию? Никаких сложностей нету. Все, что необходимо, все семенами обеспечены, все и государственные унитарные предприятия, и также крестьянские и фермерские хозяйства, сельскохозяйственные, потребительские, растениеводческие кооперативы, они обеспечены семенами на 100%. Ну, в общем, обеспечиваем продовольственную безопасность нашего региона. Помимо этого, то, что мы, вы знаете, озимые культуры, все, что мы уже сделали на всей площади 29 тысяч, то есть 100% мы подкормку аммиачной селитрой, то есть это увеличит как бы урожай на озимых культур. По поручению главы республики у нас в регионе весь месяц Рамадан проходят сельскохозяйственные ярмарки. Вообще это очень такая добрая традиция, на постоянной основе, да, такие продуктовые распродажи у нас проходят. Участвуют исключительно жители нашего региона, сельхозтоваропроизводители? Нет, почему? Очень много желающих из соседних республик участвует. Ярмарки мы уже, вы знаете, где-то с 15 марта мы начали ярмарку, еженедельно, каждую субботу проводили в том или ином районе в городе. Все ярмарки, которые были запланированы у нас до 16 апреля, они уже как бы у нас осталась одна ярмарка, но нам по поручению главы добавили еще 2 ярмарки, которые мы проведем в Малгобекском и Сунжинском районе. То есть последняя была у нас должна быть в Назрановском районе, то есть это при въезде в Магаз. И вот эти 2 мы еще добавочно будем проводить. Это для стабилизации цен, чтобы хотя бы на основные продукты цены не увеличивались. То есть на мясо, на картофель и на так вот, как, скажем, борщевой набор, который, то есть на эти вещи, которые людям в первую очередь необходимо, чтобы цены на это не добавлялись. Вы знаете, что цена идет стабильная, она не растет, хотя обычно в это время не только у нас в регионе, во всей России цены на продовольственные продукты, они в этот период они растут, потому что заканчивается тот запас, который был прошлогодний, новый только начинается, то есть новые продукты только начинают появляться на рынке. Поэтому как бы цены растут, а у нас мы как бы вот эти цены на основные продукты мы стабилизировали, и они у нас на рынке как бы вот наоборот цена уменьшается, а не добавляется. Но это и выгодно и сельхозтоваропроизводителям реализовывать, да, свою продукцию? Да, вы знаете, все направления и растениеводческое, и животноводческое, они субсидируются. Было распоряжение правительства Российской Федерации о необходимости выделения тех средств, которые выделены на республике. Это не только нам, это всем субъектам Российской Федерации. До 1 апреля мы должны были выдать всем сельхозтоваропроизводителям до 50%, более 50% всех средств, которые мы получили. Это стимулирующие
субсидия и компенсирующая субсидия. Республика справилась, мы до 31 марта уже по компенсирующей выдали сельхозтоварам где-то более 55%, и по субсидирующей где-то 54,7%, ну, по 55% мы выдали эти деньги. То есть у сельхозтоваропроизводителей средства есть на покупку горючего, на покупку семян, на покупку всего необходимого, чтобы сев шел в этом. И чтобы как бы эти цены у нас не росли. Животноводам мы выделили субсидии, то есть за прирост мяса, за молоко. То есть они как бы все, кто не ленится и приходит в Минсельхоз сдавать документы, если они подают документы, если документы соответствуют тем нормативным актам, то им выделяется субсидия. А вот у населения эти ярмарки пользуются спросом? Очень. Вы знаете, что единственное, с 15 марта, вот первая ярмарка, она такая исходная была. Ну, люди еще не знали, да, наверное, еще только не знали. А остальные все ярмарки проходят как бы, ну, на ура, людей очень много. Люди запасаются мясом, запасаются всем вот этим большим. В преддверии праздника, конечно. Да. Мясо, вы знаете, чтобы стабильно у нас уже 2 года, 3-й год уже ни в одном рубле не растет. Я думаю, что какая-то часть из-за этих ярмарок, потому что на ярмарках мы просим, мы убеждаем своих сельхозтоваропроизводителей, чтобы они продавали вот по той цене, по которой определен Минсельхоз. То есть, чтобы они в убытке не были, и чтобы это как бы для людей было доступно. Да, вот это для людей, так скажем, с небольшим достатком финансовым. Конечно, это большая помощь. Да, грантовая помощь оказывается нашим сельхозтоваропроизводителям. Ну, есть грантовая помощь, вы знаете, это грантовая помощь «Агропрогресс», она входила в одну из этих стимулирующих субсидий. Мы объявили конкурс еще в феврале, конкурс прошел, подали где-то 90 участников, 51 из этих участников выдана та или другая сумма. Именно грантовая поддержка. То есть это в простонародье называется семейная ферма. То есть человек, у которого 3 года является руководителем КФХ, он дополнительно нанимает на работу или супругу, или там брата, или кого еще. То есть делает дополнительное рабочее место и получает как бы вот субсидию, то есть грант, семейный грант. Есть еще заявки на рассмотрение? Прием документов закончился, но работа продолжается по гранту «Агростартап». Подали 246 человек, заявление подано. Комиссия работает уже, часть уже отсеяна из людей, которые как бы не подходят по той или по другой причине под нормативный акт. А так работа идет. А результаты вот когда будут известны? Ну, результаты, я думаю, до конца мая будут, потому что сейчас мы как бы сориентировались, вы знаете, что по поручению главы Минсельхозу поручено провести мехксах. Да. Это будет у нас 18-19 числа. То есть мы сейчас готовимся к нему. Параллельно 17, 18, 19 у нас проходят ярмарки. То есть как бы, большой объем работы. Да, вот объем работы большой, поэтому я как бы и министр, мы так посоветовались, сказали, чтобы отложили, после майских праздников эти деньги будут уже выделяться. А вот при отборе, да, вот претендентов, людей, которые получат этот грант, вы каким хозяйствам отдаете предпочтение? Минсельхоз на что ориентирован? Там предпочтение не отдается никому. Если у человека нет налоговых задолженностей, если у человека, то есть он прописан, действительно, если у него как бы там есть правила свои, если у него там земельный участок, там, так скажем, размер участка чуть больше, то есть им даются какие-то баллы. Там, у кого трактор свой, кто может спахать, то есть корма, он может сам себя обеспечить кормой. Вот таким людям им даются какие-то баллы, и вот эти люди, они как бы у них привилегия получить вот этот грант. Я почему спрашиваю, в прошлые годы было так, что животноводам была мера поддержки для животноводов, большее предпочтение отдавалось, потому что хотелось, чтобы они эти средства, именно грант выделяется как бы под бизнес-план, под животноводство. То есть люди делают бизнес-план, как бы, что они будут у себя содержать крупнорогатый скот. А вот еще ожидаются гранты, вот конкурсы?
Ну, вы знаете, что с каждым годом, то есть вот эта помощь, субсидирование, направление увеличивается. В этом году тоже там у нас новая субсидия появилась, это на реализацию мяса крупнорогатого скота. То есть они увеличиваются. Вы знаете, что зерно запрещается, то есть людям, кому невозможно вывести за пределы России, то есть им субсидируется с федерального центра. Позавчера уже проходил, видеоконференция проходила, и на все регионы, это поручение было министра сельского хозяйства, выделить 10 миллиардов рублей. Вы знаете, у нас республика небольшая, но там часть каких-то денег дополнительно. То есть люди у нас где-то 23-24 хозяйства получили эти деньги, за тонну зерна, за реализованную тонну зерна им дополнительно выделили по 2000. А сейчас, то есть это было подано было около 80 заявлений, то есть из них мы разделили их на 3 части. 24 человека уже получили, следующий этап, вот эти 10 миллионов, этих 10 миллиардов, то, что мы получим, это уже второй этап и третий. Субсидии продолжаются, они идут, они по мере. Если какой-то субъект отказывается от каких-то потом эти деньги еще Минсельхозом России перераспределяются. То есть у нас шансы, мы подаем заявки, и у нас шансы, чтобы получить дополнительные средства. Есть у нас еще и региональный конкурс, но не ожидается, один конкурс ожидается летом, и есть у вас еще планы у Минсельхоза? Да, у нас, вы знаете, что уже 3-й год по поручению главы проводится конкурс «Личное и подсобное хозяйство», и в прошлом году дано поручение главой республики Махмудом Шариповичем, чтобы мы провели фестиваль цветов, то есть те же личные подсобные хозяйства, те же домохозяйки у себя на присадебных участках будут или во дворе у себя будут сажать цветы, и мы будем проводить конкурс цветов, то есть будем приезжать, будет определена комиссия. Мы думаем, что это будет где-то тоже в июне. Конкурс «Личное подсобное хозяйство», вы знаете, то есть, чтобы получить урожай, это где-то середина июня, конец июня. Вот мы в этих рамках проводим, комиссия выезжает, туда ходят и представители Минэко, с нами постоянно, вы знаете, телевидение, чтобы да, мы сопровождаем всегда. Мы все это записываем, чтобы потом у людей не было дополнительных вопросов, почему тому или иному вручены призовые средства. Поэтому мы их оставляем все в записи, это у вас хранится, у нас хранится. Поэтому, когда уже, чтобы результаты были справедливые, мы их рассматриваем. Садится комиссия, рассматривает и выделяются вот эти средства. Работников сельхозотрасли работа нескончаемая. Мы желаем вам успехов и хороших урожаев нам. Баркал. В настоящее время на рынке недвижимости происходит затоваривание. Надо снижать эти риски. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин добавил, что необходимо обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие строительного сектора. По мнению главы государства, прежде всего необходимо поддержать спрос на жилье. За последние 9 лет число взрывов газовых баллонов в России выросло в 5,5 раза, рассказал генеральный директор компании «Газовый вектор» Андрей Вычужанин. В 2022 году их составило числом 322, а в 2013 было 58, отметил он. Отсутствие на госуровне единого регулятора рынка и неактуальная нормативная база создали благоприятную почву для роста теневого оборота газа и баллонов, подрывающего работу официальных участников рынка, подчеркнул эксперт. Рост рублевых депозитов и счетов в рублях продолжается, в то время как интерес к вкладам в валюте остается низким. Об этом сообщил Банк России. Регулятор указал, что в ближайшем будущем продолжающемся замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению будут поддерживать интерес населения к банковским вкладам, в особенности на сроки до 3 лет. Что касается розничного кредитования, то здесь ЦБ отметил рост кредитного портфеля российских банков в марте. При этом изменение корпоративного портфеля охарактеризовал как умеренный рост.
С 15 апреля по 31 мая в ходе онлайн-голосования жители Ингушетии старше 14 лет будут выбирать для благоустройства в 2024 году 39 общественных территорий из заявленных 53 в 9 муниципалитетах региона. По информации Минстроя Ингушетии, во всех районах и городах субъекта завершена подготовительная работа для проведения онлайн-голосования. Перечень общественных пространств размещен на платформе. Ингушский филиал Россельхозцентра проводит закладку и технологическое сопровождение демонстрационных опытов. Цель – обеспечить регион посевным материалом. Каковы успехи, обсудим с гостем в студии. Мариам Хусейновна, Россельхозцентр проводит фитосанитарный контроль, вы проверяете посадочный материал. Сейчас идет посевная и проводится огромная работа, да, тоже вкупе с Минсельхозом и с нашими аграриями. Расскажите о ней, пожалуйста. Да, на сегодняшний день мы проводим анализы, вернее, мы еще продолжаем проводить анализ посевного материала, который поступает в республику. Сев овса и ярового ячменя у нас уже завершен. Все семена, которые к нам поступают, мы проверяем, я могу сказать, что семена кондиционные. На сегодняшний день к нам поступают семена кукурузы и подсолнечника. Вот. А вот что касается наших предприятий, какие из них наиболее ответственны в этой работе и активно с вами взаимодействуют? Вы можете назвать какие-то образцовые, КФХ или ГУП? Ну, образцовыми я могу назвать, наверное, ГУП «Магаз», ГУП «Асканова», СПРК «Ама», СПК «Добиюрт». Да, в принципе, многие. Все, кто болеет за свой будущий урожай, они все приносят. Конечно, многие приносят. Ну, зачастую у нас крестьянско-фермерские хозяйства мелкие, они нет. А все крупные хозяйства к нам на анализ поступает материал. Вы делаете, наверное, рекомендации, им даете определенные советы, но да, вот насколько они их применяют хорошо. Мы даем им протокол испытания на посевной материал, и также мы проводим фитоэкспертизу. Но фитоэкспертиза, она действительно, мы каждый год постоянно повторяем нашим сельхозтоваропроизводителям, что это необходимая процедура, потому что еще до посева мы выявляем, какие патогены есть и какими препаратами работать, обрабатывать для того, чтобы семенной материал сохранить, для того, чтобы получить хороший урожай. Вот. И это еще и экономически выгодно, чем, наверное, легче всего в самом начале заглушить этот процесс, чем потом уже бороться с болезнью. Затраты бывают на приобретение фунгицидов. А сейчас все это не дешево, это все дорогие препараты. И поэтому мы всем сельхозтоваропроизводителям говорим о том, что надо проводить обязательно фитоэкспертизу семян. Ну, мы, кажется, потихоньку достучались, уже многие приходят, проводят фитоэкспертизу. Ну, вы проводите также... больше. Да, чтобы все-таки ответственнее подошли к собственному делу. Вы проводите демо-опыты. Вот интересная тема для нас. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Насколько известно, у вас были демонстрационные поля на базе АМА, то есть это ваши поля Россельхозцентра. Вот расскажите об этой работе, проводимой, потому как она очень актуальна, учитывая, что мы ориентированы на импортозамещение в части посадочного материала. Да, мы закладываем опыты. Это мы уже не первый год закладываем опыты. У нас и в прошлом году мы заложили опыты на озимой пшенице, это ставропольская селекция. У нас в республике этих сортов не возделывались у нас, и мы показали сельхозтоваропроизводителям, как эти сорта показали в нашем регионе. То, что проводим мы демонстрационные опыты, это уже несколько лет. Из года в год мы стараемся что-то каждый год заложить, показать, провести семинар. И в прошлом году тоже был проведен семинар для наших сельхозтоваропроизводителей. Мы наглядно показали,
как показали эти сорта, а также СПРК АМА, они посеяли семена сорт классика, и мы на этом сорте показали на своих делянках применение псевдобактерина и гумата. Да, сельхозтоваропроизводители воочию видели, что есть результат от применения этих биологических препаратов. Конечно, мы не можем заменить полностью, сказать, чтобы вот применяйте биопрепараты и больше ничего не надо. Нет, это как бы добавка, хорошая добавка к другим минеральным и органическим удобрениям. Вы внедряете таким образом вот демо-опытами новые сорта вот, в нашу землю, я так понимаю, да? Мы в этом году заложили в опыты, мы применяем препараты, биологические препараты применяем для того, чтобы показать эффективность этих препаратов. Как показывает опыт, это не только у нас, это по всей России, читаем. Дело в том, что при применении биологических препаратов улучшается структура почвы. И помимо этого уменьшается применение норма расхода основного препарата, ну, какого-нибудь пестицида. И это тоже экономически выгодно ведь. И вот мы хотим, и в этом году у нас заложены опыты с гуматом и с препаратом, биопрепаратом Восток-М. И после того, как уже все будет сделано, мы покажем нашим сельхозтоваропроизводителям, какой результат получим. Вот в перспективе есть ли такие направления, которые бы хотел освоить филиал Россельхозцентра Ингушский, но вот пока у вас нет таких возможностей? Вот вы можете поделиться вот такими своими мыслями? Я бы сказала о том, чтобы, да, нам бы хотелось бы 100% охватить все хозяйства, даже крестьянско-фермерские мелкие хозяйства, чтобы весь посевной материал, который поступает в республику, который высевается, проходил у нас на определение посевных качеств. Также проводили фитоэкспертизу. Все. Это в первую очередь это выгодно самим сельхозтоваропроизводителям. Ну, мы новые направления, вот эти биопрепараты мы стараемся, гуматы, они всем известны, препараты Восток-М известны. И стараемся, чтобы вот донести до наших сельхозтоваропроизводителей эффективность от применения этих препаратов. Все-таки один препарат, он ничего не даст. Это агротехника, это сроки сева, это применение минеральных удобрений. Это все вместе, и плюс еще биопрепараты, они действительно получат высокие, стабильные, хорошие урожаи. Я думаю, что вы работаете в тесном взаимодействии с Минсельхозом, и получается, да, итоги работы, да, какой урожай и так далее. Вот был 2020 год довольно-таки в России успешным в плане урожая. И вообще в последние годы, да, урожайность, да, она все-таки возрастает, вы согласитесь. Видите, как она возрастает, да. Есть положительная динамика. Вопросы, на которые стоит сейчас обратить внимание, чтобы вот так как делается общее дело, да, республика у нас аграрная, мы ориентированы именно на сельское хозяйство, чего нам не хватает? Нам надо соблюдать, вообще, нам надо повысить нашу культуру земледелия. Вот. И с повышением культуры земледелия мы будем получать, вот в этом культура земледелия, туда входит все. Вот с повышением культуры земледелия мы будем получать более высокие и стабильные урожаи. Мариам Хусейновна, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что в будущем урожай у нас будет исключительно богатым и плавно будет воплощаться в жизнь.
Со времени открытия августа 2021 года дилерский центр «Магаз Лада» в Ингушетии реализовал 380 автомобилей. В среднем автосалон продает 16 автомобилей в месяц. По словам руководителя регионального офиса концерна «АвтоВАЗ» Ахмеда Измайлова, наибольшим спросом у жителей пользуется «Лада Гранта», далее идут «Веста», «Ларгус» и «Нива». В бюджет республики за счет предпринимательской деятельности центра поступило более 4,5 миллиона рублей налогов. Это было главное. До встречи в эфире «Национального».